Вот как приветствует вас мой петушок. Доброе утро, друзья. Ирдик Хейлшин, с вами снова Лейла. И вы на канале Как-то так у Лейлы. Ой, алхамдулилlah. Слава Всевышнему. Сегодня пасмурно. Температура немного спала. Уже людям будет полегче. Ветерочек, как я еще раз повторюсь, пасмурно, хорошо. Прям вот, не знаю, как будто бы гора с плеч. Вот мои фоксики цветут, петушки с утра. Действительно такая вот приятная прохлада. Наверное, сегодня мы все, кто с Ингушетии и Чечни, будут вещать о такой погоде. И все радоваться, потому что жара была очень сильная, друзья. Действительно, во многих регионах. Ну, петушочки с утра. Так, просто решила с вами сегодня поздороваться с утра, пока еще ничего не делала, ничего не начинала. Петушки кукарекают, птички щебечут. И все хорошо у нас. Я надеюсь, у всех у нас. Так, у меня расцвел какой-то странненький гладиолус, цвет какой-то такой пепельный, что ли, красно-пепельный какой-то цвет. Еще будет скоро. Синяя небольшая. Яблоки наливаются. Ну, это у меня позднее яблоко будет. Но они не крупные бывают. Такие вот яблоки. И надо поближе показать алычу. Галя, это для тебя показывается. Галя, говорит, никогда не видела, что такое алыча. Вот она. Это обычная, в принципе, слива, просто кругленькая такая, маленькая. Вот так вот. Так, это между нами и соседями растет такое дерево. Тут у меня, ну, на моей стороне, конечно, но перекинулась туда. И смотрите, мои соседи скосили траву, уже сделали рулоны. Каспер мой там загорает. Вернее, сегодня не загорает, а отдыхает. И у нас считается, что если вот дерево, ну, между соседями же растет, вот с той стороны рвать нам нельзя. Это уже ихнее получается, понимаете? Вот. Ну, тут они не рвут. У меня даже малина бывала, что сюда переходит, и она осыпалась. И я говорила пацанам, да перейдите, нарвите вы эту малину, жалко же. У меня вот малина была по этой сетке до конца забора. И она же обычно переходит. И сейчас, вон, видите, там малина. А они, соседи эти, приезжают очень редко сюда. И она сыпалась. Я говорю, они же тоже не рвут, она же сыпется. Да нарвите вы ее, чтобы хоть не пропадала. Мальчики бывали недовольны. Но если бы, конечно, здесь жили соседи, мы бы не рвали. Вот так вот. Ну все, друзья. Пойду заниматься делами. Подаю корову. Вот единственное, я выпустила своих цыплят с утра, потому что в кладовках этих, ну, где они бывают, у меня очень душно. И я стараюсь сразу же, как встану, быстрее их выпустить. Так, ну у меня вот малинка уже зацветает. Ну, мало малины, конечно, но пусть будет. Мало, не мало, но пусть будет. Я все-таки решила не пересаживать ее в этом году. Я же все хотела пересадить. Наоборот, пусть, ну, как-то я пересажу, но пусть будет здесь, на этом участке. Рядочком сделаю, раз им нравится здесь. Ну, отсюда вот надо будет все-таки как-то убрать, что-то немножко пересадить, что-то сделать. Вот так вот, друзья. Еще раз добрым утром. Так, ну вот, друзья, я управилась утром, сделала свои дела и решила прибраться в палисаднике. Снова вам как бы вещаю с палисадника. Здесь у меня, может, вы запомнили, как-то помните, я когда показывала, было очень грязно. Много сорняка, который подсох. Тут вообще было много сорняка. Повырывала везде этот сорняк, выбросила все. Короче, теперь у меня в палисаднике чисто. Потихонечку, как я говорю, у меня уже к концу лета все приходит как бы в порядок. А сейчас пойду в огород. Мне нужно нарвать огурчиков, мне нужно нарвать баклажаны.
хочу немножечко приготовить. Картошку накопаю, потому что еще дождь обещается сегодня тоже. И уже пасмурно. Чтобы, ну, грязную не копать ее, хочу ее выкопать. Если еще будет дождь, то вообще нельзя будет ее выкопать. Так что, друзья, пошла в огород. Друзья, ну вот у меня урожай как бы на сегодняшний день. Вот такой вот. Картошка своя, как видите. Ну ничего. Есть мелкая, помельче. Видите, и как его, медведка подъела немножко. Есть картошка помельче. Ну ничего, нам хватит, по крайней мере, до осени, когда уже картошка будет, наверное, подешевле. Мне ее хватит. Буду сегодня вот готовить на ужин. Отварю картошку. Как я сказала, уже молоко просепарировала. Есть свежая сметанка, свежий творог. И меня уже просят давно средний сын, чтобы я сделала как бы рагу из баклажан. Хочу сделать рагу из баклажан. Помидорчики, видите, ну, еще чуть-чуть недозрелые я сняла. Но они дома дозреют до завтрашнего дня. Есть и побольше помидоры, вот видите, и поменьше. Так, сейчас покажу еще совсем маленькие. Вот черри. Конечно, помидоры желают быть лучше, но что поделать. Так, вот такие вот болгарские перчики. Тоже есть и поменьше, и побольше. Видите, ну, мясистые, хорошенькие. Баклажанчики, как видите, хорошие. Самое главное, пока покупать не надо. Лучок. Тоже вот уже пора выкопать, но уже из-за дождика придется немножко подождать. И вот мой, сейчас подальше отойду, урожай огурцов, как бы, видите, когда вовремя снимаю, то крупных уже меньше. Вот эти только крупные, этот тазик. Их я буду делать сегодня малосольными. Что-то в этом году вообще их не делала, а у меня же мальчики очень хорошо едят. А эти сейчас быстро помою в баночки, и помою сами огурчики. И будем с вами их солить, как бы. Вот так вот, друзья. Я просила, чтобы они приехали, но они не едут, скажу вам. Хоть я и показываю уже 2 дня, что мы с Аишкой гуляли. У Аишка в тот же вечер, что мы были там на прогулке в кафе, когда приехали, она уехала к своему, ну, Мадина поехала к свекру. Аишка сломала там ключицу, друзья. У них там на дворе, ну, перед двором такой этот пригорок. Она сбегала с этого пригорка и неудачно упала. Так, вот сейчас собираюсь поехать к ним. Как раз я вам показывала тут овощи. Сейчас, говорю, я еду проведать ее. Руку она сломала еще позавчера. Но я еду только сегодня, потому что как раз мужа ее нет дома. Он на этом, ну, на дежурстве 2 суток. 2 суток был дома, сегодня он на работе. Чтобы там его не отправлять, ничего, как-то легче, когда его нет дома, поехать. И сразу говорю, как-то думаю, вспомнила, стоят же это. Я говорю, тебе огурцы привезти? Она говорит, ну, конечно. Аишка страшно любит огурцы, вы же знаете. Я очень хотела ее привезти сюда, но не хочет, не соглашается без мамы ехать. Ну, потому что с 2 детьми все-таки уже сложновато. И тот у нее в бандаже, и это теперь в этом. Правда, без смещения, без ничего. Как его, корсет, по-моему, одевают. Я не знаю, как он называется. Одели на нее. По видеосвязи смотрела. Так, ну вот, собираюсь ехать, короче говоря. Вызвала такси, положила картошку. Я говорю, картошку привезти? Она говорит, ну вези. Все, что можно. Все равно покупает, действительно. Я говорю, да, чего я спрашиваю? Короче, повезу ей понемножечку всего. И баклажан. Помидоры, правда, куплю, потому что они не очень-то важные. Пусть она сама себе там пожарит. Тем более сейчас с 2 детками вряд ли она будет выходить. Ну, если что, пацаны могут мои тоже пойти повезти, что-то ей надо. Да и муж ее купит, что ей надо, в принципе. Так, ничего страшного. Конечно, я очень переживала за нее. Сметанку домашнюю как раз утром сегодня пресепарировала. Здорово. Сметанку повезу, творожок. Ну, и в магазине кое-что куплю. Вот так вот, друзья. Неизвестно, что и как, когда будет. Радовались, что у нее праздничек такой. Ну ничего, алхамдулилlah. У меня и Мадина ключицу ломала, и Ибрагим ключицу ломал. Причем ломали по-страшному. Им делали операцию даже в Грозном, не здесь.
обоим. Ну, через разное время, конечно. Ставили спицу, делали в Грозном. Очень хорошо сделали, правда. Ну, а у Аишки смещения нет там, поэтому ей не нужна эта спица, короче говоря. Ну все, друзья, сейчас поедем. И там, может быть, поснимаю Аишку вам, вашу любимицу. Я же даже ролик выпустила, который не монетизируется. Вот где в кафе она, мне оттуда ни копейки не идет, потому что монетизация в разные эти музыка не прошла. Думаю, пускай будет память для девочки. Match أو تفو كيتشن مياك أو حياة ميزيا. Искала фига gözünü. А комана bu şimdi hepsi. İsti? İ? Ama yokmuş kanı. Yok mama ama yok. Ay ay ay. Yok mama yok muyum hayır öyle. Hı? تلاحظت لي شو عشتين هذا تعقب ما تدنا. دي ما تشتغل ماما. هيدا حلو جهنم. Mama kukla eş gezi geldi mi eş? Bak mama zendiri mi? وانت ايش كيف تجي خويشن. إيش عندنا ماما شيء. هستوي كده هاي كوكلا همش ايش. هي صبر ديوش هو بيرجع تاني شو. أما خامي دشكايتي كمين يا تيجي خرجي. وكنت كمين يا تحول تحول. أبوما بيجيب واغي حاجة كوري دي. Аишка, целый дом игрушек Мия. Аишка. Счастливое детство Аишки, раз ролик. Пока я закачивала ролики Аишкины с наших гуляний, Аишка уже успела ключицу сломать. Аишка, يرجع حلو تشوتي زيتها حكل تشوتي زيتها حماش حيال هيال حكل فيها زيدي نروك حكوش الحيال سينا غيايز مش تيش أنا ها أختي إذا تشوتي زيتها تشوتي تنزل زيتها أختي شو تأدخن توصل شوجير أختي Ну ты что, ну тогда это пока нельзя так играть. Ух ты, сыйлар хайрму тетя. купила его. Пока взрослеет Мухаммед поиграет на Аише, как Аиша взрослеет поиграет на Мухаммеду. Потом Мухаммеду, да? Кукла ей тайхан тетя. Марио? Ух ты, у тебя действительно много игрушек, Аишка. Да. Ярм, бухуз дахкаки. Форсов, скейтборд и свиздер. Я название это не знаю. Аишка, лези хабушик хаел? А? Лези хабушик? Так, вы утюг собираете, да? Утюг оказывается на батарейках даже. Ой, игрушек. Аишка, скоро ваши игрушки вас отсюда вытурят. Ой, Мадина, у тебя душно. Нельзя открыть дверь? А? Или нельзя? Ой, душно, я хочу. Аиша, это тетя Зейта. Мои самые любимые выздоравливают. Такие шоколадки. Ну, я поэтому шоколадок вам там мало купила. Это шоколады из Европы. Из Европы? Ага. Ну, я вам такое купила. Там черешня, клубника, персик, мороженое. Мы бананы не купили. Я забыла бананы купить. Спросила, надо, и забыла. Там еще одни сосиски были. На кнопку я читаю пар арбет, что звук издавать школе здесь. Рия, что то? Что пистолеты? Что туди? Что туди? Хочешь, а я кукла? Ой, Ga maar je iets over die
استاذ ليزا ما تحزمك ايه استاذ حزمك ليزا ما تحزمك Vergu idoolsille sammide šooli soodehti istristada. Ja, два, Аишка тут гладит все. Вот так вот. Какое терпение нужно целый день слушать эти игрушки. Сейчас думаешь, что одинаково, нельзя что-нибудь другое придумать. Аишка, Что а ешь же мамига? Сега. Привет, а? Привет. Привет. На, ешь же мамига что? Ой, так. Пока дохла, или легче. Пойдем. А маменька какая? Лягта, Ну вот, друзья, приехала я от своих детей. Как вы поняли, приехала с Аишкой. Пока мы ехали, такой ливень шел, друзья. Но оказывается, здесь у нас там в Назране был хороший прямо ливень, а здесь еще не было. Ну, чуть-чуть только прошелся дождик. Аишка играет с племянниками, ни в какую не захотела оставаться. Мадина уговаривала, чтобы не ехала она. Но нет, она все-таки приехала с нами. Не знаю, боюсь немножко, что будет ночью плакать. Но, в принципе, я и вчера Мадине говорила, звонила. Я говорю, давай тебе заберу ее, потому что ночью с двумя маленькими детьми. У нее постоянно надо ей вставать и с Мухаммедом. А тут еще вдруг и она. Хотя она говорила, что вчера она очень часто просыпалась. Как только немножко повернется не так, видимо, ключица там, где вот у нее перелом, когда чуть-чуть двигается, видимо, тогда больно. А так двигает рукой, играется, бегает спокойно с этим корсетом. Все вроде бы ничего, нормально. Ну, хорошо обошлось, алхамдулилла. Я очень переживала, конечно, друзья. Ну, как вы поняли, огурцы тоже я не посолила, ничего не сделала. Как раз у меня было время, приехал мой сын старший, и как раз мы узнали, что и зятя дома нет. Мы поехали, приехали. Сейчас уже поздновато. Единственное, я хочу сделать огурцы. Я уже, как видите, подготовила, чтобы долго вас не занимать. Да и, в принципе, у меня и рецепт есть, но все равно хочу их сделать малосольные, потому что, когда я на работу что-то отправляю, все-таки закуска какая-то бывает нужна им с мясом, с первым, со вторым. Поэтому и в этом году не делала, как я говорила, буду делать малосольные огурчики. Значит, у меня тут 3 килограмма огурцов. Видите, я вот так вот порезала их ножом. Сейчас, наверное, поближе камеру поставлю. Малосольные огурчики у меня есть на канале, но все равно, раз сегодня делаю, может быть, кто-то не видел. Хотя их очень много сейчас вариантов, кто делает, но все-таки. Значит, что мне нужно? У меня тут 3 килограмма огурцов. А рецепт идет на 1 килограмм огурцов. Ну, нам 1 килограмм, в принципе, на один раз. Значит, на килограмм огурцов столовая ложка сахара, столовая ложка соли и столовая ложка 9% уксуса. Острый перчик порезать. Чесночок кубиком. Видите как? Ну, это у меня специальная есть штучка такая, которая чеснок режет. Лавровый листик и зелень петрушки и укропа. Все. Горошком перец я не добавляю, можете добавлять. Хотя можно добавить. Я тоже добавлю на этот раз. Мне нравится аромат. Ну, несколько горошек перца черного. Обычно я не добавляю, потому что попадает иногда на зуб, бывает неприятно, поэтому просто. Так, все. Добавим зелень. 3 столовые ложки, как я сказала, у меня 3 килограмма. Без горки. Так, 3 ложечки уксуса. Так.
Как я сказала, острый перец как хотите. Сколько хотите. У меня тут один, ну, по половинке 2 стручка таких. Очень красиво смотрится, когда с огурцами не зеленый, а красный перчик. Так, ну и чуть-чуть. А с помидорами, помидоры тоже точно так же можно сделать малосольными, но, друзья, помидоры нужно делать эти, не круглые, а сливки, потому что круглые бывают слишком вот такие тонкокожие, мясистые, они быстро, ну вот, у них выходит много сока. А сливки не такие сочные, поэтому можно сливки. Лавровые листья, когда перемешаю, тогда добавлю. Так, друзья, я делаю для себя, я их перемешаю руками. Ну вот, друзья, все. Малосольные огурчики практически готовы. Я перемешала тщательно, положила лавровый листик. Теперь закрою крышкой и в холодильник. Буквально через час наши огурчики готовы. А так можно и на второй, и на третий день. Вот у меня вот 2-3 дня, может быть, они будут у меня в холодильнике. Мама их обожает, мальчики их обожают. Но вот никак не вспоминала их в этом году делать. Сделаю. Сделала, вернее. Ну все, друзья, на этом я сегодняшний свой влог закончу. Сегодня больше делать ничего не могу. Я поела мясо у Мадины. Даже, ну, в принципе, один кусочек только съела. Со спичечный коробок. Но мясо было с жирком. Баранина, запеченная в духовке, была очень вкусная. Но что-то тяжесть в правом боку отдает сзади в спину. Скорее всего, это дают знать мои камушки в желчном пузыре. Сейчас найду себе таблеточку Энзистала и лягу спать, наверное, если смогу заснуть, друзья, не знаю. Потому что действительно не столько в боку болит, сколько под лопатками сзади. Поэтому больше сегодня делать ничего не буду. Огурчики лучше посолю завтра. Не всегда получается, как мы хотим. Берегите себя, друзья. Вот немножко сорву диету, и проблема бывает. Я стараюсь не есть жирное и не очень-то увлекаться жареным. Но, видимо, вот эти дни один за одним ела и накопилось. Может быть, поэтому. На этом все, друзья. Берегите себя, берегите своих детей. Вот не усмотрела Мадина за девочкой тоже. Ну, что поделаешь, я сама тоже была молоденькой, тоже не могла за ними усмотреть. Дети падают, ломают руки, ломают ноги, ничего страшного. Самое главное, что ничего такого, чтобы нельзя было исправить, ничего серьезного. Но все-таки, конечно, бы не хотелось, чтобы болели наши детки, чтобы что-то случалось. Всего вам хорошего, здоровья вам, мира и благоденствия. И большое спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Меня они очень мотивируют, и мне они очень помогают. Друзья, если вы думаете, что ваши комментарии не имеют никакого значения, это не так. Только ваши комментарии двигают мой канал. Если честно, хочу немножечко вас об этом попросить. Пишите хоть что-то, хоть хотя бы какие-то 3 маленьких там смайлика или еще что-нибудь. Говорят, но я точно не знаю. Но то, что комментарий двигает канал, это я знаю. Чем больше пишут комментариев, тем YouTube думает, так делает аналитику, что канал интересный, что поэтому его смотрят и продвигают дальше мой канал. Честно признаюсь вам, мне хочется продвижения канала, мне хочется, чтобы... Не буду лукавить, хоть я и не думала о заработке, когда шла на YouTube, но теперь, когда уже, ну, это обычное, наверное, явление человека, что когда начинаешь зарабатывать, хочется зарабатывать немножко больше. Поэтому, если у вас есть вариант такой, пишите комментарии, друзья. Я знаю, что люди не любят, когда их просят писать комментарии и лайкать, но тем не менее, я знаю, что многие мои подписчики меня уважают и любят, но не любят писать комментарии. Я поэтому именно для них говорю, что комментарии для меня это очень важно. Так что, если вам не трудно, пишите комментарии. Ну вот как-то так, друзья, сегодня у нас. Спокойной вам ночи. Всех благ вам еще раз.